простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ля иляхаилляллах, Мухаммад Расулуллах». Алхамдулилля, по милости Аллаха, мы продолжаем наши уроки. И вначале мы говорили то, что религия ислам призывает для того, чтобы сохранить 5 вещей. Оказывается, шариа, да, то есть это, как мы уже говорили, это сохранить религию, потом сохранить нефс свой, да, потом сохранить свой разум, потом следующее это честь, и 5 это у нас имущество. На тех уроках мы с вами говорили от года до 7 лет, что родители должны воспитывать именно нравственные качества у ребенка. И потом мы с вами вчера говорили от 7 до 10 лет, что мы должны дать. И вкратце скажу, то есть мы говорили то, что надо приучать детей просить разрешение. Когда ребенок заходит домой, когда он дома, да, и когда он уходит из дома. Также мы говорили то, что надо научить ребенка давать салям, то есть приветствие, чтобы он мог здороваться. И также мы говорили, чтобы родители должны научить ребенка кушать, как это делал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И также мы сказали то, что до 7 лет ребенок, он смотрит на своих родителей, а уже с 7 лет он обучается. Это вот самое такое время золотое, когда необходимо обучать. И, иншаллах, сегодня мы с вами поговорим то, что касается сохранения его религии. Почему? Потому что иногда бывает такое, то, что даже взрослые люди, ну, сказать, 20-25 лет, когда они приходят, чтобы им прочитали никах, им задаешь вопрос: вы кто? Какая у вас религия? Они говорят: мы не знаем. Почему? Потому что когда родители их воспитывали, не обучили этому, не дали внимания на это. Они думали, что вот накормить, напоить, одеть, обучить, а то, что касается религии, это потом. Когда вот вырастут, тогда и выберут, что хотят. Но именно обязанностью родителей является дать ему, то есть этому ребенку, знать, кто его Господь, зачем он живет в этом мире, какая наша цель. Почему? Потому что, когда ты задаешь вопрос, зачем мы живем, какая основная наша цель жизни, многие не знают этого. Аллах субханаху ва тааля в Коране что говорит? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. То есть я создал джиннов и людей для того, чтобы они мне поклонялись. Из этого основной целью нашей жизни является именно поклонение. И из-за этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: каждый ребенок рождается верующим. То есть у него фитра, да, то есть эта вера есть, и она чиста. Но в зависимости от его родителей, или они делают его иудеем, или христианином, а может быть даже атеистом. Из-за этого на родителей лежит большая ответственность именно обучить ребенка, кто его Господь. Зачем мы должны поклоняться Аллаху субханаху ва тааля. Также родители должны выполнять те предписания религии, которые Аллах субханаху ва тааля призвал к этому. То есть в первую очередь это что? Это дать ему имя. Потом, если есть возможность, да, то суннатка утартара. Да, то есть, если рождается мальчик, то вот эту крайнюю плоть отрезать. Также, если у этого ребенка, который только-только родился, и у него умирает или мать, или отец, да, то, что ему положено из наследства, тоже должно выделяться. Не надо смотреть то, что он маленький, еще ни в чем не нуждается. Нет. Именно по праву должно все выдаваться. Также, когда ребенок рождается,
пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в ухо, да, говорил азан. Для чего? Зачем говорится азан? Азан говорится для того, чтобы джинны, которые могут навредить человеку, они ушли, убежали. Почему? Потому что мы знаем, когда говорится азан, когда читается Коран, они не могут этого слышать. Они убегают. Из-за этого, во-первых, делается, чтобы ребенок был под защитой и не было вредителей, и также, чтобы ребенок услышал слова возвеличивания Аллаха, своего Господа. Почему? Потому что, когда мы говорим азан, именно это возвеличивание Аллаха, субханаху ва тааля. Следующее, когда мать кормит своего ребенка, да, и если по какой-либо причине она не сможет этого делать, то необходимо выбрать женщину, которая будет продолжать кормить этого ребенка. Именно надо выбирать. И, конечно же, ее права тоже должны соблюдаться. Если они договорились о какой-то оплате, то именно отец ребенка должен это оплачивать. То есть те права, которые должны по отношению к этой женщине, они должны соблюдаться. Следующее. Мы, когда воспитываем своих детей и зарабатываем, иногда бывает такое, то, что забываемся. И много времени тратим на мирские дела, на работу, может быть, какие-то развлечения, да, то есть ребенок с матерью сидит дома, а отец может куда-то с друзьями пойти, в кафе посидеть или еще куда-то, да, то есть, но не должны забывать. Как мы уже вчера говорили, то, что у ребенка на отца тоже есть свои права, и они должны быть учитываться. И не надо думать, что он еще пока ничего не понимает, ладно, чуть подрастет, потом я его буду водить в мечеть, обучать, показывать. Нет. Сразу только ничего не меняется. Надо готовить. Даже когда, вот сейчас весна наступает, когда надо посадить что-либо, эту почву что делают? Готовят. Перед тем, как посадить, надо подготовить ее. Почему? Потому что если сразу посадить на землю, да, конечно, все по воле Аллаха, но ты, если ничего не сделал, никаких причин не сделал, то вероятность того, что вот этот саженец вырастет, очень маленький. А если же ты подготовил почву, да, удобрил и посадил, то тогда то, что тебя касается, все возможные причины ты сделал, а потом уже просишь у Аллаха, обращаешься к Нему, потому что, да, мы делаем причину, а результат от Аллаха. Из-за этого следующее, мы должны не только заниматься обеспечением своей семьи, но и не забывать то, что у ребенка есть права на своего отца. Следующее, конечно же, делать дуа. Делать дуа. Очень часто люди вспоминают Аллаха, когда им тяжело, когда им плохо, когда кто-то болеет. И, конечно же, он начинает обращаться к Аллаху, просить у Него. Но даже когда все в порядке, все хорошо, мы должны обращаться к Аллаху и просить, как это делал Ибрахим, алейхиссалям. А здесь приводится в суре Ибрахим, пророк Ибрахим, да, алейхиссалям, он делал такое дуа. Рабби джа'альни муким ас-салати ва мин зуррияти иннака сами'уд дуа. То есть, о Аллах, Рабби, о мой Господь, джа'альни, да, сделай меня муким ас-салат, выстаивающим молитву, ва мин зуррияти, и моих детей, моих внуков, мое потомство тоже. Из-за этого мы тоже должны брать пример и просить у Аллаха. О Аллах, сделай так, чтобы мои дети, мои внуки, они тоже были выстаивающими молитву.
тем, кто поклоняется тебе, тем, кто благодарит тебя. Почему? Потому что если Ибрахим, алейхиссалям, это делал, то мы тем более должны делать. Также Ибрахим, алейхиссалям, в суре Ибрахим, в 35 аяте говорит: «Рабби джа'аль хаза баладан амина ваджнубни ванийя ан на'будаль аснам». Также Ибрахим, алейхиссалям, просил: «О Аллах, сделай этот город, то есть Мекку, да, безопасным. И ваджнубни ванийя, и отдали меня и моих детей от поклонения идолам». От поклонения идолам. И мы сегодня видим то, что иногда даже бывает такое, то, что родители покупают своим родителям там футболки, может быть, Месси, может быть, Роналдо или еще что-то. Но мы должны понять. Да, они, конечно, хорошо играют в футбол, кто-то хорошо играет в хоккей, но потом, тем самым, наши дети начинают смотреть на образ их жизни и начинают брать пример с них. А это те люди, которые не мусульмане. Из-за этого мы должны все, что касается их жизни, связывать с Аллахом и с мусульманами, верой. Потому что именно вот сейчас, вот в это время закладывается почва. Также мы детям в семье должны уделять должное внимание. Но когда принимается какое-либо решение дома, спросить его мнение тоже. Это уже с 7 до 10 лет имеется в виду. Почему? Потому что он часть семьи. Ему тоже надо дать какое-то положение. Почему? Чтобы он почувствовал то, что, ага, мое мнение тоже слушают, прислушиваются ко мне. Значит, я тоже важен для них. Иногда даже может быть такое, то, что ребенку могут быть купить там какую-то одежду без его спроса, да, то есть нравится ему, не нравится ему. Но мы должны понять, что когда он что-то одевает, то, что ему не нравится, а может быть даже такое, то, что по причине этой одежды над ним могут даже издеваться в школе или еще где-то. То есть, может быть, даже такое общество. Из-за этого мы должны постараться его мнением считаться. И дальше уже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: когда ребенок достигает 7 лет, то мы должны его призывать читать намаз, молиться. Именно призывать, а не заставлять. Иногда бывает такое, то, что родители, они уже силой начинают заставлять детей. Ни в коем случае этого делать нельзя. Ля икраха фиддин. Нет принуждения в религии. Мы должны их призывать, показывать красоту ислама. Помните, мы с вами говорили, до 7 лет, когда ты занят молитвой или же поклонением, нельзя отталкивать ребенка. Нельзя на него кричать или, может быть, даже бить. Почему? Потому что в них закладывается, когда папа или мама поклоняются, и они по этой причине меня ругают или бьют, то получается вот этот намаз, или, может быть, пост, он какой? Плохой. Из-за этого мы должны тихонечко призывать с мудростью, показывая красоту. Иногда бывает такое, то, что ребенок, может быть, он учит арабские буквы, а его одноклассник уже давным-давно выучил эти буквы, он уже умеет читать. И даже, может быть, уже сколько-то сур выучил. И родители что делают? Они говорят: да ты почему такой? Вот у тебя там одноклассник, он уже сколько сур знает, сколько сур выучил, читать умеет, а ты всего лишь еще выучил алфавит. Мы не должны так упрекать. Наоборот, когда мы видим какой-то маленький успех нашего ребенка,
мы за это должны его хвалить. Не то, что он там отстает. Ну и что, Аллах его так создал. Почему? Потому что мы детей не любим же из-за их достижения. А зачем мы их любим? Зачем мы любим своих детей? Потому что они есть у нас. Потому что Аллах дал нам их, этих детей. Вот почему. Какой бы он ни был, мы их принимаем. Да, но у нас лежит ответственность их воспитать, дать правильное воспитание. Но мы их должны любить такими, какие они есть. И когда уже мы видим какие-то маленькие успехи, маленькие шаги, за это мы их должны хвалить. Может быть, даже дарить какие-то подарки. Для чего? Чтобы их побуждать дальше, двигаться вперед. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, также говорил: с 7 до 10 лет призывайте читать намаз. А уже после 10, да, побивайте. Но бить надо как? Не палкой, не ремнем, а просто показать свое недовольство, то, что ты намаз не читаешь. Как так? Почему? Из-за этого это тоже мудрость. И с 7 до 10 лет, день там сколько? По 5 намазов, если по 5 раз родитель будет призывать, это получается в течение 3 лет, это 5000 раз. Если родитель будет призывать ребенка к намазу, то потом наш ребенок привыкнет. То, что, оказывается, надо читать намаз. Потому что это очень важно. Это то же самое, как покушать, зубы почистить. Даже более важнее. Почему? Потому что мои родители это делают. Мусульмане это делают. А зачем? Это мы тоже должны объяснять. Не просто сказать: читай намаз. А мы должны объяснять. А читая намаз, что мне будет? Что этим я получу? Потому что, когда говоришь просто читай, тяжело принять. А когда ты объясняешь то, что Аллах Субханаху ва Тааля нам дал жизнь, пропитание, воздух, воду, здоровье, и по этой причине мы его должны благодарить, поклоняться ему. Те приказы, которые он нам дал, их выполнять, и те запреты, которые он запретил, мы должны их оставлять, остерегаться. Вот тогда ребенок, он тоже размышляет. Аллах Субханаху ва Тааля нам для чего разум дал? Чтобы мы размышляли, думали. И когда объясняешь с мягкостью, с мудростью, тогда да. Иншаллах, человек, конечно же, по милости Аллаха, и если Аллах даст тауфик этому ребенку, да, он добьется успеха. Из-за этого мы должны с мудростью правильно делать причины и, конечно же, просить у Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он наставил, укрепил наших детей. Как это делали пророки, алейхиссалату вассалям. Они тоже просили. И как пророк Мухаммад саллаллаху говорил: «Я мукаллибаль кулюб, садбит кальби аля диник». О, переворачивай сердца, укрепи мое сердце на твоей религии. И это дуа мы тоже должны обучить не только себя, но и наших детей. Потому что все в руках Аллаха. Он ведет прямым путем, кого пожелает, и сбивает только тех, кого он пожелает. И если наши дети не будут достойными мусульманами, тогда что ждать? Из этого мы делаем причину и полагаемся на Аллаха Субханаху ва Тааля. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи, укрепит нас и наших детей на этой религии и сделает так, чтобы мы все вместе вошли в райские сады Фирдаус. Субханаллах бихамдик, шхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука.